Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня у нас продолжается цикл наших с вами бесед, похожих на индивидуальные расклады, однопозиционные. И сегодня тема «Влюбилась не в того, сколько продлятся страдания». Гадать я буду вам на Ленорман. Представьте, что вы пришли ко мне домой, мы решили попить чай или кофе с каким-нибудь десертом, может быть, и поговорить по душам. И вы мне рассказываете вашу историю о том, что вы полюбили человека, но не сложилось. И в итоге вы переживаете из-за этого, и переживаете из-за этого человека, у вас остались чувства. И, естественно, я возьму в руки карты. Вот сегодня это будут карты Ленорман. И попробую посмотреть какие-то перспективы вашего будущего и когда эта история для вас наконец-то сможет завершиться. И когда завершится, и как она завершится. Да? Я смешала здесь две колоды, лиловые и вишневые сумерки. Их часто смешивают. Получается 72 карты Ленорман. Так гадать гораздо интересней. Я перемешиваю колоду, чтобы вы могли 3 раза сдвинуть. Сдвигайте 3 раза. Представьте, что вы сдвигаете, и при этом представляете человека, который тут задействован, так скажем, виновник всего происходящего. Представьте его как наяву и постарайтесь, может быть, как-то рядом представить себя, да, какое-то ваше взаимодействие. Смотрите друг другу в глаза, например, и при этом сдвигаем. 1, 2 и 3. Смотрим на дно колоды, что там карты скажут. Тучи. Ну да, получается так, что вы живете в несколько смурное время, да? И темное время для вас, такое. На дворе тучи набежали, так скажем, на небо, да. Вообще, тучи — это король Треф у нас, это символ тоже мужчины, можно так сказать. И, соответственно, как вы знаете, облака на небе, тучи на небе — это явление, это приходящее и уходящее. Вы замечали, наверное, что когда есть на небе облака, как ни крути, проходит немножко времени, и начинает выходить солнце среди этих облаков. Небо через некоторое время становится довольно-таки ясным. И вот наши тучи символизируют как раз этот момент, что да, в вашей жизни сейчас небо пасмурное, но немного погодя выйдет солнце. Понимаете? Хорошо. Давайте посмотрим индикатор вашей встречи с этим человеком. А вот почему вы встретились? Раз уж ничего не вышло, почему вы встретились? Вышла карта Гроб. Гроб показывает, что, к сожалению, действительно эти отношения были изначально сложные, обреченные, что ли. И как будто бы люди догадывались об этом, подсознательно хотя бы, да, что-то вот такое промелькивало. И Гроб показывает трансформацию, завершение в жизни одного этапа, начало другого. И более того, эта карта всегда говорит о неизбежности. Ведь мы все когда-то умрем. Мы не хотим об этом думать, но оно не меняется от этого, да? Думаешь ты об этом, не думаешь, все равно никто вечно здесь на земле не остается. Поэтому всегда карты смерть, гроб несут в себе нечто неизбежное, то, чего невозможно предотвратить. И вот с одной стороны встреча была как будто бы так, как бы выглядит обреченной, да, с другой стороны неизбежная встреча между вами и загадным человеком. Вы не могли ее предотвратить, и вы не могли ее избежать в жизни, поэтому встреча, скорее всего, была судьбоносная и переворачивающая вашу жизнь. Возможно, после этой встречи с человеком вы себя как-то не узнаете.
и как будто бы знакомитесь с собой другим человеком. Вот, понимаете? Что человек почувствовал, когда вас встретил? Я перевернутые карты не читаю, сразу говорю. Это карта птицы. Ну, человек почувствовал некоторую легкость вашу. Может быть, вы показались ему таким несколько веселым и разговорчивым человеком. Птицы, они и есть птицы. Они прыгают с ветки на ветку и щебечут, рассказывают новости, делятся впечатлениями. Может быть, человек видел в вас символ полета, крыльев, что вы умеете летать. В некотором смысле вы простой для него человек, свойский, что ли, показались. Вы были ему симпатичны изначально. Как любая птичка для нас, которую мы встречаем, щебечущая птичка на ветке, она всегда симпатична, она не вызывает ни у кого негативных эмоций. Даже если щебечет в 3 часа утра. Вы знаете, многие люди раздражаются ночными птицами, но если копнуть поглубже, человек все равно испытывает к ним положительные чувства. Что почувствовали вы, когда встретили этого человека? Карта метла. Сначала у вас к нему не было однозначных ощущений. Метла и плеть — карта невероятной страсти, как гром среди ясного неба. Плеть всегда символизировала сексуальное влечение с одной стороны, а с другой стороны даже некие сексуальные, ну, не знаю, отклонения. И такое чувство одержимости, когда человек очень привлекает, но с другой стороны метла, которая показывает, что вы знали, будто бы, когда к человеку так влечет, это опасно. Когда к человеку так влечет, это вызывает зависимость и ненастье в жизни, вот которая и символизирована тучами сейчас. Вы понимаете, вот эти отношения вы знали, что обречены. Он не знал даже, а вы так подозревали для себя. Может быть, у вас не первый раз такой сценарий. Задумайтесь над этим. Может быть, что-то нужно здесь менять. Давайте посмотрим, как человек сейчас к вам относится на сегодняшний-то день. Звезды. Такое ощущение, что этот человек по ночам думает о вас. И вы для него кто-то далекий, эфемерный, но все-таки символ мечты, да? Вы же знаете, что звезды — это даже не сексуальное влечение, а именно платоническая связь. Мечты, да, мечты и грезы всегда означает карта, когда ты вот о ком-то вспоминаешь, и этот человек тебе кажется прям-таки недосягаемым, что ли, каким-то далеким, и ты как будто бы его не всегда достоин. Однако этому человеку вы явно дороги, или просто являетесь для него очень приятным воспоминанием. А как сейчас к нему вы относитесь со своей стороны? Кольцо. Кольцо показывает, вы бы с удовольствием с ним начали отношения или продолжили их. Кольцо — это желание брака. Поэтому ваша любовь к человеку здесь не ставится под сомнение. Вы влюблены в этого человека. И вы бы хотели с ним союза. Но с другой стороны, кольцо — это хождение по кругу. Оно же круглое. Это кармическая карта. Вы знаете, что вот так судьбой предрешено, что вы этого человека полюбили. И вы, может быть, не в первый раз вы видите такой сценарий в своей жизни. Может быть, не в первый раз. Или вам кажется, что в этих отношениях вы ходите по кругу, но не можете выйти куда-то. Что вы закольцованы. Ну, в любом случае, чувство у вас к человеку есть.
И, если честно, у него к вам тоже. Но это не означает, что он будет с вами. Вы для него кто-то действительно как мечта, как грезы, да, далекий и непостижимый. Давайте посмотрим, возможен ли между вами все же в будущем союз. Аист. Но на самом деле Аист говорит, что союз между вами в принципе теоретически возможен. Но нужно лететь куда-то. Если этот человек находится на расстоянии от вас, то Аист может говорить о перелете к нему или его к вам. Если этот человек находится рядом с вами, Аист говорит, что отношения были бы возможны, если бы вы оба вместе куда-то переехали. Какие препятствия есть для этих отношений? Крест. Какая-то вот злая судьба, рок по кресту часто выходит. Тяжелая судьба. Тащим свой крест. Что-то очень такое тяжелое, кармическое выступает вашим препятствием на пути к этим отношениям. Тяжесть, именно тяжесть. Ну, не знаю, что это. Это может быть что угодно, у каждого же из вас, по сути, свое. Например, болезни, нищета, другие браки, да даже работа тяжелая где-то. Все что угодно, может быть, вот как именно судьбоносные обстоятельства. Что помогает тогда этой связи? Что помогает? Крысы. Ну, крысы это по сути возня многочисленных людей какого-то коллектива. Крысы, по сути, если вы с ними в одном клане, это ваша стая, да? Ваши люди, окружающие вас. Если вы с ними в разных стаях, то это ваши враги. Интересно, враги могут помочь любви, да, отношениям. Ну, тогда бывает так, что враги, им кажется, что они себе на руку работают, а на самом деле вам на руку. Бывает такое, что соперница сама себе вредит тем, что ведет себя определенным образом. Может быть, в этом смысл. Ну, а если помогает ваши близкие, ваш какой-то коллектив, там, не знаю, родня или родня этого человека, то, может быть, они полюбили вас или ваши полюбили его, например. Это может помочь. Хорошо. Когда могут пройти ваши страдания? Именно когда сначала? Давайте смотрим. Вышла карта книга. Ну, вы знаете, книга, она часто показывает вот период жизни, как осень, да, и зима, например. Вот. И поэтому здесь могу так сказать, что это может быть вот осенью, зимой или на стыке осени и зимы, почему бы и нет. Вообще книга такая, карта таинственная. Она говорит, что нужно что-то изучать. Ну, например, погрузиться в изучение духовности, духовных практик, эзотерики. Вот, потому что, ну, часто такое бывает, что человек начинает там читать, изучать, да, и ему становится как-то вот, ну, полегче, что ли, правильно же? Вообще в книге много обучения, много уроков, много тайн, много скрытых знаний. И, возможно, эти отношения, они нужны вам для того, чтобы, ну, как-то, например, осознать себя, да, разобраться в себе. То есть отношения появились кармические именно для того, чтобы вы поняли себя. Поэтому еще выпала книга, мол, когда закончатся страдания, когда ты разберешься в себе и поймешь себя. Вот это вот тоже интересно. Между прочим, ну вот сама по себе эта карта, она очень такая хорошая и необычная. Вот. Начало зимы, думаю, что вы уже начнете оставлять свои какие-то переживания и страдания. Что-то здесь поменяется в начале зимы, да? Хорошо.
Давайте посмотрим, чем вы утешитесь, что, ну, что унесет ваши страдания. Да? Рыбы. Это король бубен. Может быть, другой мужчина. Ну, тут у нас еще и перекресток, дороги, видите? Развилка, да? И леса. Вы будете в состоянии выбора находиться, потому что вы станете дороги другому мужчине, королю бубен. И этот человек, он состоятельный, состоявшийся. Для вас он будет хорошей партией. Ну или просто, если вы мужчина, то хороший человек вам попадется, женщина, да, допустим. Хорошая партия, да. Вообще король бубен – это символ бизнесмена. И вы будете на распутье, стоит или не стоит вот те отношения начинать, продолжать. А леса показывают, что какое-то время вы будете перед человеком красоваться, но и притворяться. То есть вы не скажете ему о своих прошлых страданиях. И просто будете решать, ну, быть с ним или не быть. Будете ли вы с новым человеком. Да, вы решите с ним быть. Видите, сердце и мужчина выпали. У вас будет другая любовь. Я не буду здесь, там, допустим, что... Да, у вас выпало айс, что у вас могли бы быть с тем человеком отношения, но, скорее всего, вам крест очень сильно мешает. И мое мнение, что, наверное, вам стоит освободиться от этой любовной зависимости. Тем более, что жизнь действительно пошлет вам к стыку осени и зимы другого человека, с которым вы действительно можете быть счастливы. И он действительно будет испытывать к вам чувства. Ну, вот такой ответ сегодня. Вам дали карты. Спасибо за беседу. Спасибо, что пришли ко мне в гости на чай или кофе. И надеюсь, что вам понравилась эта беседа. Пишите свое мнение, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем пока, до новых встреч.